Здравствуйте, тема сегодняшнего видео: о чем трепется за вашей спиной. Любимая тема зрителей, да, ну давайте посмотрим, о чем трепятся. Для начала, по традиции, никого не загадывайте, думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях, возможно, вы сейчас находитесь. Ни о ком не думаем, никого не представляем, кроме себя. Кто вы? Если с вами резонирует, продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Просто можете перейти на другие видео нашего канала или канала других авторов. Итак, кто вы? Кто пришел на расклад? У меня идет звон такой, как будто бы, правда, знак, сигнал. Смотрите. Вы человек, который пережил много именно бури эмоций в жизни. Да, слезы проливали в прошлом. На данный момент есть отчаяние, и что-то у вас не получается, не идет. Гора к Магомеду. Вы ждете, да, когда ситуация как-то изменится. Возможно, кто-то ждет примирения какого-то тоже после какой-то ссоры здесь, может быть. Вы вообще как-то, да, свое внимание, возможно, сейчас переориентировали с чувств на финансы, на заработки, на, возможно, даже реализацию себя. Тем самым это доставляет вам, возможно, больше удовольствия, нежели, да, сидеть и плакаться в подушку о каком-то мужчине или женщине, да, кто смотрит. Смотрите, здесь реализация ваших планов, о которых вы думаете, о которых вы ждете, которые вы ждете, в принципе, есть момент перспектив, с перспективой на будущее, да, но вы как сложили ручки, потому что мысли о чувствах не дают, да, вот именно вложиться на 100% в работу, в свою деятельность какую-то. Да, конфликты не дают вам спокойно спать, или именно в паре здесь, правда, есть какие-то недопонимания, терки, скандалы, возможно, да, или выяснение чего-то. Также есть у кого-то, возможно, суды, да, которые тоже еще висят на повестке дня под вопросом. Нет каких-то выводов, да, или чего-то ждете. Возможно, да, тоже, тут даже кто-то ждет какие-то бумаги, или когда что-то завершится, решится. Вот. Вы надеетесь, что должно, как, да, уже что-то закончится, но вы хотели бы, конечно, в свою пользу, ну а кто нет. Вот. Высшие силы, как говорится, в помощь, да, попросите их, они вам помогут. Здесь над вами просто покровительство. Вот. Не часто вы обращаетесь к высшим силам, да, вы иногда просто смотрите, как говорится, в небо, да, и думаете. Но попросить ничего не стоит, да, помочь вам решить вашу какую-то ситуацию, особенно если это касается личной жизни. Знаете, вот когда и личная жизнь, и работа, да, оно не может, здесь должно быть какая-то перетекающая, дабы, если там больно, перетекайте в то, что, да, вас как-то отвлечет, а возможно даже и наполнит. Если это чувство, перетекайте в чувство, то есть момент такой плавности, умеренности, вот. Хорошо, если с вами резонирует, давайте смотреть дальше. На другой колоде мы посмотрим, о чем трепется за вашей спиной и кто, да? О чем трепется за вашей спиной и кто? Ни о ком не думайте, пожалуйста. И не один человек тут. Тут именно указывает на то, что много о вас кто говорит. Да, вы, возможно, находитесь даже в центре какого-то внимания сейчас. Потому что все не так, как было иначе в прошлом.
почему-то на это указывают. То есть вы как изменили, возможно, модель поведения свою, да, или у вас что-то появилось, или как-то произошло. Есть момент интереса к вашей личной жизни, не только к вашей личной жизни, но и, возможно, к вашей какой-то деятельности, продуктивности вашей. Вы, возможно, такой человек продуктивный, активный, да, идете вперед, но вот людям даже откуда наберется столько энергии и сил, да, возможно, кто-то знает, как вы себя чувствуете, но не до конца, конечно же. И говорят о том, что как у вас столько сил, энергии, возможно, даже оптимизм здесь у кого-то есть. Тоже, да, у вас бы этому научиться, вот этого, знаете, вот когда на вас обольют, как говорят, вас обольют грязью, да, или чем-то, не всегда, да, получается выйти счастливой, да, и вот, и люди это понимают, что это сложно. А вот как вам это удается? Вот это вопрос. Да, или вам кто-то сделал больно, но вы как-то с легкостью это отталкиваете, идете вперед. Упала, встала, отряхнулась и пошла дальше. Вот с таким вот моментом, да, и у людей вопрос, как это вы так делаете, да, и откуда вы берете вот эту энергию, мотивацию, возможно, не отвлекаться. Да, это сложно. На самом деле это не каждому дано. Здесь особенно, да, это терпение, выдержка и самое главное, как я говорила, пофигизм. Вот этого сложно добиться состояния, да, когда вокруг, как говорится, проблемы или что-то страшное, возможно, да. Как можно быть в этом состоянии? Вот, насчет... Сейчас мне сюда к теме пришло... В комментариях, да, очень часто стали писать по поводу, когда я сказала фразу о том, что постарайтесь так сосредоточиться, да, что вокруг вас ничто не будет рушить, мешать, отвлекать, да, это как состояние, вот, и я сказала, что не знаю точно, да, как эта болезнь называется, но меня поправили, причем деликатно поправили, да, не как-то грубо. Именно женщина написала, что называется это аутизм, да, когда человек уходит в себя, и он не обращает внимания, что вокруг это есть такая болезнь. Вот мы насчет этого говорили. Вот потом пошли куча комментариев о том, что да, вы вообще о чем говорите, да, и так далее. Вот именно вот это состояние, давайте его так назовем, аутистическое, да, возможно, когда вот есть момент такого погружения во что-то другое, более важное для вас, нежели, да, вот эти вот раздражители вокруг. И вот столько было комментариев именно негативного характера, что я какой-то неуч и так далее. Я не пришла людей здесь учить, да, болезням и так далее, как они называются, и давать им трактовку. Я, во-первых, выразилась так, что я не знаю, но я объяснила, да, как это состояние выглядит. Тем более имею на это право, да, как бы выразить свое мнение, так же, как и вы выражаете свое мнение, но именно момент, как сказать вам, культурности, да, здесь имеет место быть. Да, я вам не грублю, не хамим, поэтому не нужно мне пытаться хамить в комментарии, да, и писать такие вещи. Я с вами так не разговариваю и прошу вас, да, обращаться тоже соответствующе. Вот, я вас не оскорбляю, я к вам, да, не тыкаю, я вам это не говорю, что это вы. Я говорю об этом самом состоянии, когда мы можем приблизиться к тому состоянию, когда мы можем именно так вот. И как раз к этому, да, сейчас я об этом рассказываю, и вот эта вот тема пришла из прошлого расклада или из позапрошлого по поводу имбецилы или аутисты, да, вот название болезни. Вот. Именно то состояние, когда, да, вы можете иметь так упор. Но именно что касаемо болезни, да, это уже врожденно, но это уже как
зачастую неизлечимо, да, а вот именно понимаете, о чем я говорю, да, и здесь люди удивляются, как вы можете войти в состояние вот такое, да, когда вы не обращаете внимания. Это именно как сосредоточившись конкретно, четко на чем-то, очень так. И вы знаете, вы вспоминаете о прошлом, вы знаете, кто вам сделал больно, вы видите, да, вспоминаете эти гадости, но вы понимаете, что прошлое это в прошлом, что бороться с этим нет смысла, да, и что нужно двигаться, идти вперед, да, и нужно здесь акцент давать только на себя, да, на свое благосостояние, на свое улучшение даже психоэмоционального фона, здоровья и так далее. А тут вы, да, выбирайте вещи на самом деле, которые важнее. Здесь есть момент даже мудрости, да, я бы так сказала. Люди вас, вот те, которые говорят, они уважают вас и, возможно, знают какие-то ваши темы из вашей жизни, да, именно которые наболели. Вы знаете, тут о вас говорят то, что вы очень такой одухотворенный человек, что вы мастер своего дела. Вас, да, пока что хвалят, ничего плохого мы не увидим, это хорошо. Здесь человек, который работает, который ни на кого не полагается, об этом говорят. О финансах тоже говорят, что у нее получается, у нее работает. И, возможно, да, вы еще человек, который стремитесь к чему-то своему, да, свой бизнес, свое какое-то дело. Даже если вы где-то работаете, да, вы об этом, у вас есть мечта или мысли, да, очень часто об этом, то, что мне хотелось бы что-то свое, и то, что вот мне нравится по призванию, да, потому что как работа вас из вас как высасывает энергию, появляется усталость, возможно, у кого-то раздражение. Даже есть сон плохой, да, может, здесь кто-то и плохие сны видит. Вот. Люди говорят, что вы новатор, у вас какие-то идеи, утонченная личность, чувственная личность, вас нельзя задевать, можете расплакаться, вас жалко, да, когда вы плачете, хочется вас пожалеть. В принципе, ничего такого, нормально все здесь, да. Здесь еще речь идет о том, что вы бы были очень хороший руководитель. У вас есть очень такое хорошее чувство руководить, управлять процессом. Вы четко знаете вот какие-то детали, возможно, да, даже в своей работе. Вот. Также здесь идет момент о том, что вы кого-то когда-то, тут именно об этом прям вслух объявлялось и несколько раз, как от чего-то уберегли, спасли, советом помогли, да, вот помогли от чего-то уберечь, да, ваши слова именно вошли в ухо остро, да, хотя повторялось это, как человек говорит, несколько раз, но как-то это мимо ушей. А вот когда сказали это вы, да, это было вот четким подтверждением чего-то, и вы тем самым от чего-то уберегли. Причем не раз, тут не один человек об этом говорит. Да, может быть, вы именно занимаетесь целительством, да, или же, может быть, вы психолог, тоже может быть. Но при том, знаете, будь вы даже и бухгалтер, у вас очень хороший вот как психолог, да, есть, возможно, приемы, навыки. Очень так до глубины проникаете в ситуацию, и вы понимаете, откуда лезут, как говорится, сорняки. Да, вы умеете заранее, еще на стадии уже выявлять, да, и поэтому как предупреждать. И вот кого-то именно тут разговор шел, вы предупредили, и человек благодаря вам, да, вот как или спас свою жизнь, да, или вот не попал во что-то. Тут прям как за рукав дергнули. Советом, да. Очень мастерски к этому подошли.
Вот. О чем еще трепятся языки за вашей спиной? Знаете, все очень даже хорошо, так мирно, знаете, тут я пока не вижу бурь каких-то, тут выявляют о том, что у вас вот лидерские качества это да, свое бы дело, да, почему нет бы ей? Вот она в чем-то есть момент профессионализма, да, она бы могла бы на этом очень хорошо и зарабатывать, и чувствовать себя, как говорится, в своем кресле, да, в своей атмосфере, да, вот и здесь как-то с атмосферой связано. Меня прям вот навевает тут кто-то или психолог, да, вот именно, или лечитель душ. То есть здесь однозначно что-то есть, что люди или к вам обращаются, к вам приходят, возможно, здесь кто-то ведет за собой людей, да, меня могут смотреть, скорее всего, тоже и тарологи, и таропсихологи. Вот конкретно на нашем, да, канале уже так по традиции, да, у нас уже таропсихология получается, да, как и многие пишут, так и есть, да, здесь момент, когда приходит информация, мы слышим информацию, да, я произношу информацию вслух как проводник, и, понимаете, далее выходит информация, научи, да, подскажи человеку, потому что не все, бывает кто-то, да, скажет, да что же вы банальностям тут учите, я никого не учу, если идет эта информация, да, я о ней говорю, и кто-то, кто не знал, да, чего-то, может быть, воспользуется этим. Но это уже вправе человека, конечно, пользоваться этим или не пользоваться, опять-таки. Вот здесь именно момент такой идет, да, что люди говорят о том, что вы в этом талант, классно у вас это получается. Именно, да, вот ей бы в интернет, мир карты указывает, да, ей бы вот звезда бы была в этом, потому что она в этом очень профессиональна, она умеет, и она в этом не то, что даже профессионально, это да, сильна, вы в этом сильны. У вас, возможно, такое сильное слово, и причем у вас такое слово, которое может как и убить, да, так и вылечить. Кто же вы, да? Вот мне интересно, можете написать, почему нет? Так, да, вот, ну, вы, опять-таки, у вас очень глубокие знания, да, вот как ни крути, в этом ваша сила, в этом ваша сила, в этом, возможно, да, даже ваша профессия будущая, да, может быть, вы, я и говорю, бухгалтер, да, а вот, вы знаете, вы бы могли быть очень хорошим лечителем именно душ. У вас слово очень сильное. Причем, знаете, вы в этом имеете момент звездности, популярности. Вот, да, вытащили мы карты. И люди об этом тоже говорят. Вы в этом профессионал. Сильна. Ах, еще здесь, смотрите, да, о чем трепится за вашей спиной. Вот когда какие-то посиделки, здесь у кого-то была какая-то посиделка в компании нескольких человек, и о вас там шла речь. Давайте откроем дальше, посмотрим, о чем шла речь, уже интересно. То, что... То, что вы лидер по своей натуре, да, и вы постоянно указываете, и иногда есть момент некий, да, люди расстраиваются, да, тут они в этой компании говорят, то, что вы, например, да, имеете момент такого руководителя, или, да, у вас такое воспитание, характеристика ваша, да, по характеру вы такой человек, это уже как, ну, есть такой, да, отнеси, пожалуйста, полотенце на кухню там, или, ну, вот такие вот, и люди это воспринимают как в неком моменте указывает. Тут кто-то говорит о том, что она указывает, да, много, или же, да, занимает какой-то пост, да, и уже как одела себе корону на голову. В то же время здесь есть момент некого высмеивания о том, что
у вас корона на голове, да, хотя вы знаете, вы не тот человек по характеристике, который одевает на себя корону. То есть эти люди сами вам одели корону, да, и поэтому как бы какой, вот, то есть, да, давайте назовем это фантазия. Это их фантазия. Люди одевают вам корону и думают о том, что вы вот надеваете ее себе. Притом, да, по вашей характеристике я не вижу, да, что вы одеваете себе корону, я такая звезда, и крутитесь все вокруг меня. Нет, и вы даже такой тип человека, который даже если будет популярным, он не будет где-то хлубиться, ходить, указывать это, да, задирать нос кверху, вот, и людям пальцем указывать, да, как говорится, свыше, что им делать и так далее. Вы не зазнайка, да, вы человек, который, ну, есть и есть, да, и дальше иду, развиваюсь, но не будете на самом деле ходить где-то и всем утирать нос, вот видите, да, кем я стала или что, чего я добилась, вот, а люди, да, тут именно в компании. Тут, знаете, есть некий момент того, что у вас уже что-то есть, возможно, да, или у вас есть какие-то таланты, есть момент такой некой зависти, да, и понимаете то состояние, когда люди это не имеют, а вы имеете, и вскользь, да, именно то насмешка проскакивает, потому что это идет от их беды головы, как говорится. Поэтому что на это, да, обращать внимание свое? Этого, я думаю, они недостойны. А вы знаете, вы такая общительная, говорят, что вы рассказываете, вот когда вы изливаете свою душу, вы рассказываете, ну, все, да, вплоть до деталей. Когда именно плачете или когда у вас какое-то горе, вы жалуетесь, вы вот изливаете душу. Причем здесь есть люди, которым вы рассказывали о чем-то своем личном, да. Но человек как не то, что не помог, он не взял это в свой счет, как сказать, не то, что в свой счет, не пытался как-то помочь решить проблему. И человек вместо того, чтобы, да, или молчать, или помочь, да, человек пошел и кому-то, как говорится, нашептал, да, то есть рассказал о вашей проблеме, но, да, рассказав об этой проблеме, попросил держать это в тайне, никому не рассказывай. Знаете, по секрету, как говорится, хотел сказать, да, всему свету. Вот. А может и по характеристике своей, да, тут такой человек, по секрету всему свету. Человек, который рассказал тайну. Далее. О чем трепется за вашей спиной? Опять-таки о том, что вы лидер по своей натуре, и то, что у вас очень такие хорошие руководящие задатки есть. То, что вы бы, да, если бы вас поставили на место руководящего, то вы бы лучше бы вели этот процесс какой-то, да, у вас бы это лучше получалось, вы бы могли, да, продвинуть это, да, то есть с вами бы, как говорится, двинулась бы и мертвая лодка. О том, что вы ни у кого не просите помощи, вы имеете то, что вы имеете, и даже если у вас этого нет, вы не будете бежать, сломя голову по головам и добиваться. Именно по головам. Вы не ходок по головам. У вас есть разум, и у вас есть справедливость. Тут кто-то вас очень одобряет в этом. Вы так справедливая. Да, вы даже, может быть, к вам обращались именно как рассудить. Да, потому что у вас именно есть такие качества, как, я бы сказала, да, хочется сюда карту приплести иерофанта, хотя ее нет. Но вот вы можете дать дельный совет, наставить, и причем обоим, да,
сторонам, вы можете дать отдельный совет и вообще решить, возможно, чью-то ситуацию. Возможно, в ваших руках подвластно решение какой-то ситуации. Вы влияете, можете повлиять на это, на решение. А может быть, вы судья. Ну, в прямом, да, и переносном смысле можете рассудить. И причем, знаете, так очень так аргументированно, адекватно, спокойно. Я же и говорю, вы видите, откуда растет корень зла, да? Поэтому вы можете заранее предупредить или разрешить какую-то ситуацию в целом. О чем трепятся языки за вашей спиной? А здесь ложь выходит какая-то. Здесь именно как будто бы на вас натягивает то, что не является вообще вашим. Это мужчина. Мужчина, который в вас влюблен. Здесь именно момент разговоров. Человек врет о вас. Мужчина у меня идет тот, который уже не с вами. С человеком вы уже давно не вместе. Человек лживый, и вы знаете, почему врет? Это хочется сюда такое добавить, когда раньше в садиках, да, вот, да и сейчас, вот девочка нравится мальчику, что он ей начинает? То за косичку ее дергнуть, да, то и еще что-нибудь сделать. Вот тут похожая прям ситуация, что-то ему не достался от вас, кусочек вкусного пирога. Человек злится. Да, человек пытается вот как-то вас осквернить в глазах, да, других людей. То есть себе натянуть маску, да, доброты с нимбом, да, над головой, вот, а вас вот каким-то дьяволенышем выставить. То, что вы были неправы, то, что вы так поступили, как вы могли такого человека, да, потерять или оставить. Хотя человек, честно, я бы сказала, вот да, даже сами посмотрите, на лавочке сидит, да, никчемный. Человек, возможно, да, на данный момент именно есть момент грусти, какой-то печали, и что-то у него как ломается, рушатся ступеньки, да, вот он хочет вскарабкаться, а не получается, обламывается. Человек этот очень хочет много денег иметь, управлять этим миром, да, вот такой вот Наполеон в корытце. Так, здесь далее идет информация о том, что вы очень работящие, говорят люди. Вас не остановишь. Вот вы, если чем-то загоритесь, вы прям идете до победного, или делаете это с мастерством, так, да, что не прикопаться к деталям, просто все до детали. Вы смотрите наперед, вы смотрите в будущее, вы идете к каким-то, говорят, перспективам, да, или же люди видят в вас перспективу, ресурсность в будущем, или то, что вы сейчас делаете, оно будет ей приносить плоды. Но здесь с неким, знаете, я бы сказала, даже завистью опять. А вы заметите, да, вот когда я расклад делаю, тоже смотрю, да и в принципе и без раскладов, да, когда человек добивается каких-то успехов, идет вот по лестнице вверх, обязательно внизу, да, будут кричать, да куда она там пошла, да, именно с такой завистью. А попробуйте сами, да, вот хочется сказать им, попробуйте сами то, что прошла я или прошел я. Путь у вас такой, я бы сказала, извилистый в жизни, и часто у вас так получается, что вы выбираете, извиняюсь, но сложные пути. Вы очень хороший мыслитель, да, и, скорее всего, для вас моменты, когда вы подпитываетесь именно интеллектуально, да, опытом, для вас это тоже есть момент некой награды, да, неких заслуг. У вас, кстати, есть заслуги в жизни. Причем вы, да, самая главная заслуга в этой жизни. Вот. У вас очень все получается идеально.
Вы умеете, профессионал в своем деле. Причем не в одном деле. А люди о вас что говорят? Так, сейчас я еще одно. Еще, подождите. Вот прям точно показала. Смотрите, вы можете выглядеть скромненько, сидеть где-то себе в уголочке и тихо. Но люди именно не верят этому, что вы такая тихонечка, да, или там серенькая мышка, например. Не-не-не, это не вы. Вы, да, здесь момент хитрости вашей. Кто-то, да, здесь именно говорит о том, что вы носите маску вот этой серенькой тихой мышки. А вы, да, вы можете там носить, не знаю, например, длинную юбку, постоянно штаны, а в то же время, да, вот не время рабочее, да, вас можно где-то встретить в шикарном платье, да, именно когда вы одеты при параде, сексуально и красиво, и люди вас видят такую горячую, да, такую дьяволицу, тигрицу, там, львицу, а не серенькую мышку. А вот наступил рабочий день, вы так скромненько раз оделись и пришли. То есть не показывая на показ, например, то, что вы внутри, там, например, кошка, да, страстная, там, вот, ну, тут кошачьи карты, еще кошка прям сюда, это слово. Вы не такая уж и белая, и пушистая, у вас есть царапки, да, которыми вы можете, как говорится, хорошенько, да, царапнуть. Но вот она это скрывает под маской, да, именно под шкуркой такой овечки, да, а внутри сидит волк. Вот это вот, да, скорее всего, сюда подойдет. Вот так. Не то, что волк там, да, какой-то злой, именно что вы не та, за кого вы себя выдаете. Причем вы часто скромничаете, говорят наверху, а на самом деле она такая, да, еще как в пляс всех поведет на столе. Вот. Хотя вы... Я помню, фильм такой был, когда она была учительница в школе, да, детских классов, младших, вернее, классов. А по ночам там она переодевалась, она танцевала где-то, да, по-моему, или какой-то был такой, это была реклама, сам фильм не смотрела, но вот даже достаточно было этой рекламы понять, да, вот этот смысл. Но тут не говорит о том, что вы там где-то на танцполе танцуете, на шесте и так далее, а вот именно, да, такая раскрепощенная, горячая такая, или импульсивная такая, активная женщина, а вот одевайте такую вот шерсть, именно такое, я скромная, спокойная, да, и все. Птичка. Также здесь момент есть ревности. Кто-то как ревнует. Не мужчина, не мужчина. Женщины, как, вот, как это вам объяснить? Женщины берегут своих мужчин от вас, да? Именно есть момент ревности. И вот это вот вылазит, вот эта фраза, да, что она носит овечью шерсть, как говорится, а внутри это волк. То есть она может увести моего мужчину. Она хитрая, у нее есть какой-то план, да, и есть такая некая настороженность у некоторых дам, да, что ревнуют. Кстати, очень часто я смотрю вот это... Ситуация похожая. Тут, возможно, кто-то из прошлых раскладов. Тут именно то же самое было. Что женщины к вам ревнуют своих мужей. Да, или пытаются как-то, не то что не знакомить, но как-то вас отвести, да, чтобы не было такого, что мы сидели все на кухне и был мой муж. Нет, тут как-то давай-ка прогуляемся где-нибудь за пределом моего дома, а муж останется дома. Вот как-то подальше. Хотя и с вами приятно. О чем говорят люди?
то, что вам можно доверить свои тайны. Вы в этом сильны, вы не пойдете распространяться налево-направо всем. Да, ей можно доверить тайны. Тут момент идет доверия, что вам люди доверяют. И у вас, возможно, да, есть еще не чувство, именно вы интуитивно очень людей хорошо считываете. И вы знаете, что говорить, и когда говорить, какое слово где вставить, да, у вас это очень хорошо получается. Далее здесь идет момент закрытости, о том, что не всегда вы, бывает, располагаете своим временем, да, и о своей жизни, да, разговорами, потому что вы что-то скрываете или боитесь сказать, да, например, о своих планах, вдруг они не сбудутся, или же, да, может быть, вы с кем-то в отношениях, но скрываете это. Люди чувствуют, как будто бы вы что-то скрываете, и об этом говорят, вернее. Не договаривайте, может быть, у нее есть тайный поклонник или поклонник какой-то, да, или как же у них обстоят дела у нее в личных отношениях, в семье именно. Да, непросто. Я бы еще одну колоду достала. Интересная информация. Вот эта колода больше сюда подойдет, скорее, я думаю. Мы достанем дополнение еще. Вы знаете, люди еще тут говорят о том, что вы очень хороший и импровизатор, и фантазер, да, возможно, вы несколько чего-то можете воплотить в одно. Идеи, собрать их в одно и создать что-то такое целое, да, и прекрасное. Такое, например, как... Ну вот как телефон, да, iPhone собирали, когда хотели добиться, чтобы телефон был тонкий, в то же время, чтобы там была и камера, и хороший звук. Вот вы, вот тот человек, который из многих идей соберет, да, что-то одно, например, даже какой-то бокал, да, бокал сделать красивым, бокал сделать средством для не того, чтобы распивать, например, алкогольные напитки, да, его создать как что в нем можно пить и вкусные соки, притом сделать красивый дизайн, придать ему красивый цвет, да, притом сделать его пластиковым, а не стеклянным, чтобы он не бился, например. То есть собрать много-много-много идей воедино, и все, или сделать еще его и складным, вот, и создать хороший продукт. Вы, возможно, да, кому-то тоже в чем-то подсказали, и у кого-то это сработало. Поэтому есть момент такого, да, что люди говорят, что вы бы могли бы быть хорошим, может быть, СММщиком, да, который именно умеет идеи превращать в жизнь. Далее. Ну, о том, что у вас все в руках горит, у нее все в руках получается. Причем, да, кажется, это как вроде бы смотрю на нее, ест помаленьку, да, а уже за минуту была полная тарелка, а она уже все съела. Вот вы вот так в жизни действуете, да, как бы она ж только в чем-то начинала, а сейчас она уже директор завода. То есть здесь за вами, да, не поспешишь, но на вид вы выглядите как будто бы вы, правда, никуда не спешите, как будто у вас однообразная и одинаковая монотонная жизнь, все серо и мрачно, да, то есть без сгущений туч, но все идет однообразно, но вы успеваете, да, сделать в то же время каким-то образом много дел, и по вам этого не скажешь. И у людей некоторых некий шок, ступор по поводу вас. И, кстати, да, тут еще в начале вышло, и вот сейчас момент, что вы людей иногда шокируете. Да, я и говорю, как все ровно шло и гладко, и тут внезапно Люся объявляет, да, или Наталья, что она выходит замуж, например, или едет жить, переезжает там за границу или что-то еще, хотя никто бы этого и не предугадывал, а тут у нее раз такое
как так? От вас постоянно какие-то такие именно, слышишь, новости касаемо вас, да, яркие. Вы не врете, вы не приукрашаете, все у вас движется так, как оно движется. Да, и тут, знаете, хочется сказать, и кому-то даже, да, на вашем фоне я бы дала тоже совет. Хотите вот успеха, да, каждый день вы вот напишите себе план, да, что вы хотите, вернее цель. Потом к нему напишите уже план, как прийти к этой цели. И каждый день, да, выполняя хотя бы одно действие к этой цели, да, поймите, что вы очень быстро, чем больше вы, да, по плану будете выполнять в день, тем быстрее вы придете к цели. В принципе, это, да, когда слышишь, это и логично, да. Вот тот же самый принцип, что потихоньку, помаленьку и у вас раз, хлоп, и что-то получается. Интересны ваши финансы людям. Как она так умудрилась, или как у нее это получилось. Да, как это? Знаете, вас видят люди как мужчину, да? Вот вы хоть и женственная, и женщина, но вас видят именно мужские характеристики, такие, которые вот даны мужчине, да, зарабатывать, да, создавать какие-то планы, притворять их в жизнь и так далее. Вот вы в тех энергиях, тут об этом идет разговор, то, что у вас есть именно такое мужское что-то в вашей характеристике, именно по поведению, да, когда вы продвигаетесь к каким-то своим целям. И знаете, у вас очень хорошие задатки на будущее, я бы так сказала. И без этих разговоров, о чем трепется, да. Тут карты на этом очень четко указывают. Но тут медленно, но верно. Да, продумывайте каждый шаг. Да, минимальные риски избегайте, чтобы были минимальные риски. Не старайтесь сразу хватать большой куш, но вы не тот человек, который будет сразу стараться хватать большой куш. Медленно, но верно, опять-таки. Люди говорят о том, что вы, да, иногда ведете себя так, что оно не соответствует вам. Да, или, может быть, она кого-то копирует. Какие-то есть слова, действия, да, что вы у кого-то это скопировали. Тут момент такого некого бесизма, да, человека это бесит, или людей это бесит, и об этом идут разговоры. О том, что вы засматриваетесь на других женщин, да, и учитесь у них, и у них этого нахватались, не набрались, да, а именно нахватались. Вот. Да, чего-то вот правда говорят, что как у кого-то скопировала она это, и у нее это. То ли манера поведения вашего, то ли манера разговора. Но вы очень сильно, знаете, я бы сказала, изменились в глазах людей. Не та, которая была в прошлом, да, она другая стала. И причем такая стала, я бы сказала, даже немножко отстранена, да, и научилась, возможно, говорить «нет» людям, если что-то не нравится. Причем стали или научились, да, именно расставлять все по приоритетам. И тут такая есть некая холодность мечевая проскакивает. Правда, что, да, эмоции свои как бы сдерживать умеете. И иногда ваш взгляд, особенно когда вы не рады, недовольны, убивает человека наповал. У нее такой взгляд, он, если вы не в том состоянии, или вы злитесь, да, и вот вы зыркнете, правда, ваш взгляд, тут говорят, вообще разобьет вдребезги. Вот. Но она изменилась. Она не та, которая была раньше. Раньше, да, доверчивость видели, такое вот вера, то есть вы верили, возможно, людям, доверяли. Но сейчас
да, проходят только проверенные, как это говорят в России, проверенные, да, скорее. В общем, те, которые, да, прошли проверку. Кто-то украшает ваш дом, да, именно говорит то, что у нее очень уютно, у нее очень красиво, она заботится не только о себе, да, она заботится также и о бытие своем, о жилище. То есть она старается, у нее красиво, или у вас, да, все так со вкусом. У вас есть вкус. У вас есть своя точка зрения, вот что самое главное, о чем говорят, что она другая. Второе, говорят, что мужчины ее меняли, она с мужчиной поменялась, да, что мужчины повлияли на вашу жизнь. Отношения. А, кстати, девочки, да, я сейчас слушаю сама себя, да, вот в раскладе. Тут именно на самом деле оно так и есть, что именно люди внешние, приходящие в нашу жизнь, будь то отношения, будь то знакомые просто, да, или подруги и так далее, они очень сильно влияют, да, или ситуации, которые между этими людьми случаются. Это очень сильно влияет на характеристику человека, да, то есть на становление человека человеком, на становление личности, на формирование человека, человеческих разных характеристик. Именно люди. Да, есть же такое понятие, когда я сейчас выйду, одену это, а не опозорюсь ли я? А как подумают люди? А вот не будет ли это выглядеть вульгарно или, наоборот, очень-очень уж уродливо там и так далее? Как бы ни было, да, люди как бы не хотели никого не слышать, но все равно они прислушиваются, да, к обществу. И за счет этого общества есть момент формирования. Да, сейчас такое в моде, сейчас такое в тренде, или да, сейчас это модно, да, и это стоит, там, не знаю, пару рублей, да, и сейчас это модно, я это куплю. Опять-таки, да, человек повелся на вот это модно, да, человек купил, то есть он не то, что повелся, да, он тоже есть некое образование от общества. Он формируется тоже за счет общества. А те люди, уж, которые особенно, да, внедряются в жизнь этого человека, будь это муж, подруга близкая, там, знакомые с работы и так далее, это еще ближе уже круг, да, это есть момент тоже формирования, как они повлияют на вас, вот так вы себя и формируете. Тут момент такой, да, вы очень сильно изменились, во-первых, а во-вторых, тут очень сильно повлияло прошлое. Опять-таки, это отношения могут быть между мужчиной и женщиной, это могут быть, опять-таки, знакомые, друзья, родители, кто угодно, да, вот на ваше формирование очень сильно изменилось. Неузнаваемый. Вас не узнать. И вы знаете, вы нравитесь людям, вы нравитесь внешне, тут, возможно, даже на вас засматриваются дети. Стало лучше, да, выглядите, ярче стало, вы светите людям, то есть ярче. Тут есть момент зависти, ваша внешность, красота, да, здесь момент есть природная красота у нее, есть душа ваша, состояние. Но по королеве мечей, да, еще в то же время у вас есть душа, да, но у вас есть еще, опять-таки, из прошлого и то, что вы научились людям не доверять и подпускать только тех, да, людей, которые этого заслуживают. Королева мечей. У королевы мечей, как правило, у нее жизнь, да, непростая. Однозначно с какими-то уроками, с какими-то прохождениями, с трансформациями, то есть у нее, да, график вот так вот идет наверх-вниз, наверх-вниз, не так вот ровная полоса, а именно какие-то прохождения, вот как в игре Doom или как, да. Вы на себя смотрите в зеркало и не узнаете. Возможно, так и есть, да. И люди видят, что изменилось до неузнаваемости. Причем очень много каких-то она отдельных советов дает,
именно касаемо жизни, да, межчеловеческих отношений. То есть у нее очень много мудрости. Это мудрая женщина. Вы знаете, в целом, я скажу так, не говоря о завистниках, да, и насмешках этих там лиц, которые там были, в целом, да, люди вас уважают, очень уважают, и здесь многие даже скорее, да, как засматриваются на вас и чему-то, возможно, даже учатся. Или вы ведете как-то людей, именно учите. Но кому-то это не нравится. И я соглашусь с этим. Да, есть такие люди, которым не нравится, когда их учат. Да. Причем я не вижу, что вы конкретно берете, да, за волосы и тыкаете носом в книгу. Нет, вы именно... Вас спросили, вы ответили. Да, именно деликатно. Вот вас спросили, вы ответили. А не хабально как-то, да, давайте всех нравоучить. Нет, это не ваша ипостась, и это не ваша характеристика, да, тыкать чужих людей в книгу носом. Вы, знаете, вы наряду с собой, вы, да, больше всматриваетесь в свою жизнь, как наладить свои отношения, как наладить свой личный, да, например, денежный канал и так далее, перспективы в себя. То есть есть момент направления, причем вы этому как со временем научилась. А раньше, да, себя отдавала по частям, да, но люди были неблагодарны. Возможно, за счет этого, да, вот именно проработка такого характера, королева мечевой. Тут именно на вас смотрят не только женщины, но и мужчины, да, и мужчины именно здесь выделяют ваш интеллект, ваш ум, ваше воспитание, да. Говорят, она культурная, такая вежливая, она умеет уважать, она умеет ценить, она достойна. Но, да, там еще был мужчина, это мужчина не с большой буквы, поэтому, да, мы его закрыли, так что об этом даже, знаете, слушать, ну, даже уши вянут. Ну а так, да, вот мужчина вас уважает. Причем мужчины, я вижу, младше, да, вас, они смотрят и учатся. И правда, здесь, возможно, кто-то и учитель, может быть, да, смотреть. Или же на вас очень хорошо, на вас смотрит младше вас поколение, или же, да, пусть даже и на год. Но также еще момент пажей, да, проигрывается часто незрелости. Человеку может быть, да, и, не знаю, 100 лет, но, как говорится, а ума все до сих пор еще нет. То есть момент незрелости. Незрелые люди, да, но, знаете, незрелые, но они на вас смотрят и что-то для себя как извлекают. Не так, как посмотрел в книгу, увидел там фигу. Так вы же у нас, правда, что, да, человек, к которому как не притянуться, которого как не послушать, это же верховная жрица. Даже здесь идут разговоры о том, что вы, возможно, колдуете, на картах там дома выкладываете. Хотя, знаете, опять-таки, нет здорового и развитого ума, как же себе, да, таролог сам будет делать расклад, если уж так пошло, если кто об этом думает о вас. Вот, поэтому тут момент некого есть, что она скорее ведьма, да, вот как она меня так околдовала, это могут быть и мужчины. И, вы знаете, еще и женщины думают о том, что вы чем-то занимаетесь, таким эзотерикой, да, или какими-то практиками, возможно, по вечеркам, при свечах, да, возможно, вот, балуетесь, может быть, картишками. Есть у вас от женщин такое подозрение. Вот поэтому, наверное, боятся подпускать мужчин своих, ревнуют. Потому что у вас есть не только пожрица, мудрость, не только, да, тайные какие-то знания, но эта женщина и обворожительна, так же, как на уровне дьявола, да, именно она притягивает своей харизмой, причем эта харизма не простая, это магическая харизма. На магнит
да, как на магнит тянет. Это как вы ушли, да, и сожгли с собой все, да, и корабли, и вместе всем взятое. Почему? Потому что после вас, возможно, да, в душе у человека остается какой-то след. Или вы даже где-то прошли, посмотрела на вас женщина, и у этой женщины остался ваш взгляд, ваш запах, не знаю, какой-то след. Просто вы оставляете след. Кстати, есть такие люди, и я таких даже встречала энергетически, да, и когда люди оставляют за собой след. А эти люди зачастую, да, имеют какой-то дар, имеют какие-то способности. Это непростые люди. Просто прошел человек, я даже в лицо не посмотрела, не заметила его даже, да, вообще, что это за человек, но остался шлейф. Пусть это даже запах, да, но такой долгий запах, не тот, который в моменте выпершил, да, а именно остался в носу. Также, опять-таки, деньги интересуют, да, что вы наколдовали себе деньги, что вы делаете какие-то ритуалы. О боже, это уже так заходит далеко. Вы себе наколдовали деньги, говорят люди. Что-то тут момент подмеченного есть. Возможно ли у вас дома? Что именно сказывается, это к деньгам. Да, может быть, да, есть кусты такие, именно толстянки называются. Все, если увидели у вас толстянку, все это она сделала, чтобы у нее были деньги, да, и так далее. Или у вас жаба с этой монеткой, может, стоит. Все это она сделала, она точно чем-то занимается. Вот уже так некий момент такого есть опасения или подозрения, что вы чем-то занимаетесь. Какие-то есть вещи, которые на это указывают. У кого-то может быть ниточка красная на ручке, да, или какие-то знаки, может быть, нанесены в виде татуировок, да, или нарисованные маркером, кто знает, но какие-то акценты на вас или у вас есть, которые указывают, что она что-то там подколдовывает. Вы знаете, насчет толстянки, да, дерево толстянка, это в китайской медицине, это дерево богатства. Вообще классическим деревом богатства на всей земле, да, является лавровый лист. Почему-то о нем не так часто говорят, что это, да, это зачастую сейчас стали об этом говорить, именно про листы, писать на них денежные коды и отправлять это все в кошелечек. Но вот вы знаете, как ни странно, да, лавровый лист является именно денежным деревом. И да, кто именно хочет своего процветания, благосостояния. Если вы хотите семейного, идите с мужем и детьми покупать, да, лавровый лист. И тот, который сядет всем, куст, вот такой и покупайте. Мужу понравился, жене, детям, все, выбрали, окей. Определились, поставили. Если вы хотите для себя, но вы живете с мужем, купите сами себе, да, этот лавровый лист, куст. Посадите его и поливайте его. Вот и все, да, все очень просто. А люди говорят о том, что вы непредсказуемая, и о том, что, знаете, у вас есть ресурсы, которыми пользуются, кто-то об этом говорит, ею пользуются, или ее ресурсами, ее деньгами, ее умом, да, интеллектом пользуется он, да, проживающий с ней, или же партнеры, или, да, если смотрит мужчина, партнерши, пользуются. Хотя она могла бы быть сама, да, и в достатке, но она верит им, и они пользуются. Хотя, знаете, я вас вижу, вы не лыком сшиты. Да, вы все прекрасно понимаете, кто вам врет, льстит, да, и пользуется. И вы понимаете тот момент справедливости. Вы справедливый человек, и вы по справедливости поступите. И по справедливости также заплатите. Да, вот как вы посчитаете нужным. Тут момент вашего благоразумия. Вы благоразумный человек, да, вы знаете, кому и как ответить. Поэтому люди говорить могут что угодно, но вы прекрасно знаете, да, какие у вас планы, какие у вас цели, какие у вас перспективы. Это самое главное.
и твердо к этому идете, императрица. Хорошо. Вот такой вот был сегодня расклад для вас, девочки. Желаю и мальчики, желаю вам всем счастья. И далее мы сейчас посмотрим, сделаем 3 позиции, что скажет нам золотой ключ. Опа. Так это, наверное, для всех. Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение и успех. Вот и все, вот и все. Так, сделаем 3 позиции. 1, 2, 3. Также откроем сегодня карты «Ангелы говорят» и в конце откроем палитру аффирмаций для всех. Так, первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Итак, первая позиция. Кто выбрал первую позицию? Новости, которые вас порадуют. Наступает пора для вашей трансформации. Скоро будете что-то праздновать. У вас есть все шансы, воспользуйтесь ими. Ангелы говорят вам, единички. Сияй, твой свет никогда не угаснет. Ты должен лишь позволить ему сиять все ярче с каждым днем, чтобы окружающие тоже могли любоваться этим сиянием. Так, вторая позиция. Помните, случайности не случайны. Ангелы вас слышат, попросите их, и они вам помогут. Исполнение желания. И вам очень завидуют. Ангелы говорят, избавься от чувства вины. Радость – это самое мощное и возвышенное чувство в то время, как вина самая низшая и ущербная. Отдай нам свое чувство вины, и мы обратим его в радость. Третья позиция. Известия, которые вас обрадуют. Вас ожидает много работы или забот. Прочитайте молитву, она сейчас вам необходима. И в вашем окружении есть влюбленный в вас человек. А ангелы говорят, будь спокоен. Покой всегда идет рука об руку с мудростью. В состоянии приятной релаксации ты сможешь эффективнее передавать свой опыт окружающим людям и своим детям. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. За личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь. Все контакты я указала под видео. Также я оставляю QR-коды, по которым вы можете тоже перейти, да, поставить на паузу, сделать скриншот и перейти. Посередине находится личный Telegram. Вот туда можете написать по поводу личного расклада или приобретения моих авторских колод. Также есть Telegram-канал с левой стороны. Там есть очень много информации, также, да, и новости, объявления разные я выставляю тоже туда. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты и спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, и чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также спасибо за ваши теплые комментарии и за пожелания лично мне и нашему каналу. Именно нашему с вами каналу. Желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю и крепко обнимаю. И спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.